В данном случае мы приехали как представители Евразийского банка развития. То есть мы очень активно, и не первый раз на самом деле уже здесь, но, к сожалению, в вашем университете раньше как-то не получалось побывать. Мы представляем, что университет – это такая опорная точка, не только там присутствует в России как ГИСе, но и вообще еврейская интеграция. Банк занимается очень много проектами в разных странах, но в том числе и проектами, связанными с интеграцией. С интеграцией, которая захватывает все страны Союза Евразийского. Ну, во-первых, я хочу сказать, что все, что касается Евразеса, вот наш университет первый был принят в образовательный совет стран СНГ, когда решались вопросы, связанные с образованием, гуманитарной сферой и все прочее. И все это проходило через нас. Сегодня второй или третий день ведутся эти исследования с выдачей сертификатов. Мы участвуем в работе сетевых университетов, вот как Владимир сказал, СНГ, ШОС. Вот, направляем наших студентов на обучение в Санкт-Петербург, в Новосибирск. Вот, они год тут учатся, год там учатся, получают двойные дипломы. Так что в этом плане ведется активное. Да, наш университет выдает сразу два диплома, и киргизского образца, и российского. Собственно, хотелось бы, давайте, пока все копируется, хотелось бы, с чем пришли мы, да, то есть мы пришли рассказать, чем, условно говоря, Евразийский банк развития – это банк, который занимается интеграционными проектами на пространстве Евразийского экономического союза, плюс еще одним учредителем, то есть 5 стран-учредителей, это Казахстан, Россия, Кыргызстан, Армения, Беларусь и еще Таджикистан. То есть у нас 6 учредителей, соответственно, в их интересах Евразийский банк реализует интеграционные проекты. В первую очередь инфраструктурные. И с 2020 года появилось еще одно направление, связанное с задачами фактически по формированию цифровых проектов и цифровой инфраструктуры. Цифровых инициатив Евразийского банка развития учрежден Советом банка 30 июня 2020 года. Цель фонда – оказание содействия государствам, участникам Евразийского банка развития в формировании инструментов и практик цифровой трансформации. Организация функционирует на основе программы деятельности Фонда цифровых инициатив, основными целями которых являются создание и развитие цифровых инфраструктур в сфере финансовых технологий, транспорта, информационных коммуникаций, энергетики, здравоохранения и природопользования. И там один стало понятно, что этим надо заниматься, этим надо системно заниматься.